Подробный материал о визите Касыма-Жомарта Токаева в Кыргызстан смотрите в нашем выпуске в программе «Мост дружбы». Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, сизди жана казак делегациясын расмий сапар менен Бишкекте тосуп алуу мен үчүн чоң кубаныч. Биринчиден, урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, чакырууну кабыл алып, расмий сапар менен келгениңизге чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Быйыл биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орун алышынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ушул тарыхый жактан кыска мөөнөт болсо да, мааниси жана мазмуну жагынан эбегейсиз болгон орду чоң кызматташтыгыбыз менен сизди жана бир тууган казак элин куттуктаймын. Казакстан Республикасы менен кызматташууну бекемдөө жеке өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай аймактык талаштар жана саясий карама каршылыктар жок. Өз ара түшүнүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуубуз күндөн күнгө тереңдеп жатат десек жаңылышпайбыз. Албетте түрдүү тармактарда ар кыл маселелер чыгып, аларды ар кандай деңгээлде талкуулап, биргелешип чечип жатабыз. Бул биздин бир туугандык парзыбыз, кошуналык милдетибиз. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз эки тараптуу мамилелерибиздин абалын жыйынтыктоо үчүн гана эмес, кызматташуунун мындан аркы жолун жана келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишеним артамын. Бизди ыстык ыкыласпен каршы алгандарыңыз үчүн ризачылыгымды билдирем. Мен сиздин чакырууңузду зор ризачылыкпен кабылдадым. Бул сапардын мәни ерекше. Осы маңызды сапар ел жеримиздин арасындагы ынтымакташтыктын дамууна, одан әрі дамууна зор серпин беретини сөзсүз. Сонун аркасында стратегиялык серіктестигimiz да нығая түспек. Кыргызстан біз үшін Құдай қосқан көршіміз, ең жақын одақтасымыз. Шын мәнінде біз ауылдарымыз аралас, қойларымыз, малдарымыз қоралас жатқан бауырлас халықтарымыз. Сондықтан біз қашанда бір-бірімізге тілектеспіз. Шын мәнінде елдеріміз өте жақын. Қырғыз халқы, Қазақстан халқы үшін ең жақын ел деп күмәнсіз айтуға болады. Бұл көне заманнан келе жатқан игі дәстүр. Тіліміз бір, діліміз бір, көзқарасымыз бір, болмысымыз өте ұқсас. Биыл міне дипломатиялық қатынас орнатқанымызға 30 жыл толып отыр. Осы уақытта ынтымағымыз барынша кеңейді, достығымыз нығая түсті. Біз барлық деңгейде өзара сенімге негізделген саяси диалог орнаттық. Мемлекет аралық, парламент аралық және үкімет аралық кеңестеріміз бар. Сондай-ақ сыртқы істер министрліктеріміз ойдағыдай жұмыс атқарып жатыр. Қазақстан тек қырғыз елмен ғана осындай тығыз байланыс орнатқан, сондықтан бұл екі елге ортақ жетістік екенін айтқым келеді. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, айылдар жана мырзалар. Бүгүн мен Боордош Казакстан Республикасынын президенти,
урматтуу Касым-Жомарт Кемелович Токаевди жана казак делегациясынын мүчөлөрүн тосуп алганыма терең кубанычтамын. Биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орногондугунун 30 жылдыгына карата өтүп жаткан Касым-Жомарт Кемелович Токаевдин расмий сапарына өзгөчө маани беребиз. Бул биздин мамлекеттерибиздин мамилелеринин жогорку деңгээлинин жана эки өлкөнүн ортосундагы ишенимдүү саясий диалогдун далили. Урматтуу достор, 30 жыл ичинде биздин жакын коомчулук мамилелерибиз жана достугубуз биргелешкен аракеттерибиз менен үзгүлтүксүз бекемделип келе жатты. Жана эки өлкө ортосундагы стратегиялык өз ара байланыштар жана союздаш мамилелерибиз Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жана Казакстан Республикасынын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министри Серикали Брекешев чегара аймактарындагы табигый өрттөрдү алдын алуу жана аларды өчүрүү боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюшат. Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев жана Казакстан Республикасынын өнөр жай жана инфраструктураны өнүктүрүү министри Кайырбек Ускенбаев авиациялык издөө куткаруу жаатында кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюшат. Казакстан Республикасынын индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Кайырбек Ускенбаев және Кыргыз Республикасынын көлік және коммуникация министрі Эркинбек Осоев авиациялық іздестіру және құтқару саласындағы ынтымақтастық туралы өкіметаралық келісімге қол қояды. Соның ішінде әрине әр осындай отырыстарда премьер-министрлердің орынбасарларының деңгейінде, премьер-министрлердің және мемлекет басшыларының деңгейінде ең бірінші мәселе қойылатын бұл барьерлер. Әрине мына сауда-саттықтың арасында қарым-қатынастың кезінде мына әртүрлі барьерлерді біз алып тастауымыз, жоюымыз қажет. Оның ішінде әрине физикалық барьерлер де бар. Оның ішінде жаңағы айтып отырған өтетін пункт пропускілерді модернизация жасау. Жаңағы екі президент келісімдері бойынша қазіргі күні біз мына Қарасу Ақтілек пропускной пунктта ремонттап отырмыз. Және де қысқа мерзімде келесі жетіде басқа жеті осындай пункттар модернизацияға өткізілетін болады. Және де қазір бұрын жұмыс істемей отырған осындай жаңа пропуск пункттерді ашу мәселелерінде талқылап отырмыз. Бұл физикалық барьерлер. Басқа да әрине тарифсіз барьерлер болуы мүмкін. Оның барлығын біз бірте-бірте әр осындай жиналыстарды талқылап жойып отырмыз. Қазіргі күні мына әрине мына Қырғызстан шекарасында тұрып қалатын машиналар жүктерді тоқтатылып отырған мәселелер әлі туындалып отыр. Бұл жағынан да біз үкімет аралық және министрлік аралық жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Біздің келісім бойынша уақытылы салық органдар Қырғыз тарапынан уақытылы жүк тасымалдаушыларға өздерінің мына электрондық счет фактураларды беріп тұрса, әрине біздің тарапымыздан ешқандай кедергілер, тоқтатулар болмайды. Қазіргі күні біздің президентіміздің ұсынысы бойынша біз информационный технологиялар бойынша көбірек қолдану, мысалы Қазақстанда тиісті осындай ақпарат жүйелері бар. Осыларды бір-бірімізбен алмасып, ақпаратпен алмасып отырсақ, уақытылы бизнеске ешқандай кедергілер болмайды. Рахмет.
Один короткий вопрос советского телевидения. Как вы сегодня оцениваете визиты уважаемого Токаева? Визит президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева выходит очень на очень высоком уровне. Как было объявлено обоими президентами, никаких разногласий, будь то по политическим, по экономическим и ряду других вопросов у нас нет. Единое мышление, единое понимание сегодняшней ситуации и единые цели, как на двустороннем плане, так и на площадках многосторонних организаций. Мы являемся союзническими организациями, странами в рамках Евразийского экономического союза. И буквально завтра будет проходить заседание Высшего Евразийского совета. Здесь мы также все наши позиции синхронные, и мы движемся вперед. Спасибо. День Республики – национальный праздник в Азербайджане, отмечаемый ежегодно 28 мая. В этот день в 1918 году впервые была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Это одна из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, ознаменовавшая объединение страны. Этот праздник в Азербайджане также называют Днем Возрождения азербайджанской государственности, так как Азербайджан долгое время находился под управлением сначала Ирана, а затем Российской империи. Только в 1918 году, после революции в России и долгой национально-освободительной борьбы азербайджанского народа, Национальным советом Азербайджана под предводительством Мамед Эмин Расулзаде был провозглашен государственный суверенитет. 28 мая 1918 года в зале бывшего дворца наместника на Кавказе в Тифлисе была подписана Декларация независимости, которая состояла из следующих основополагающих пунктов. Первый. Отныне азербайджанский народ является носителем суверенных прав, а Азербайджан, охватывающий Восточное и Южное Закавказье, полноправным независимым государством. Второе. Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавливается Демократическая Республика. Третье. Азербайджанская Демократическая Республика стремится установить добрососедские отношения со всеми членами международного общения и в особенности с сопредельными народами и государствами. Четвертое. Азербайджанская Демократическая Республика гарантирует в своих пределах гражданские и политические права всем гражданам, без различия национальности, вероисповедания, социального положения и пола. Пятое. Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, населяющим ее территорию, предоставит широкий простор для свободного развития. Эти пункты до сих пор лежат в основе государственного устройства Азербайджана, поэтому День Республики – один из важнейших праздников в стране, который официально отмечается с 1992 года и является нерабочим днем. Официальная делегация во главе с генеральным директором ИСЭСКО Салимом бин Мухаммедом Аль-Маликом посетила Бакинский государственный университет. Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между ИСЭСКО и Бакинским госуниверситетом, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений. В ходе встречи было подписано соглашение о создании кафедры биомедицинских материалов ИСЭСКО в Бакинском госуниверситете. Кафедра будет оказывать содействие в проведении исследований биомедицинских материалов, в привлечении к этим исследованиям студентов и молодых ученых из стран-членов ИСЭСКО, а также в установлении связей с различными странами в этой области. В Бишкеке состоялся региональный семинар на тему охраны географических указаний, придание ценности и успешная коммерциализация качественной продукции, связанной с происхождением. Мероприятие состоялось под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности в сотрудничестве с Кыргызпатентом. С приветственным словом выступили директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева и заместитель генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности Хасан Клейб.
Также на семинаре выступили с приветственным словом начальник департамента интеллектуальной собственности Министерства юстиции Узбекистана Есенмурат Каньязов, начальник отдела средств индивидуализации Роспатента Татьяна Змеевская. О ситуации, касающейся охраны географических указаний в Кыргызской республике, подготовила доклад заведующая отделом экспертизы товарных знаков Кыргызпатента Гульбара Кудайбердиева. О порядке применения географических указаний в России и о новом законодательстве на семинаре сделал доклад заведующий отделом экспертизы заявок на наименование мест происхождения товаров и географические указания Федерального института промышленной собственности Алексей Сычев. Бүгін өзіңіздерге белгілі болғандай, Қырғызстанымызда интеллектуалдық меншік инновациялар агенттігі менен биргеликте Voice ушундай бир регионалдык чоң семинар жасап жатат. Бул географиялык көрсөткүчтөр аталышындагы. Бүгүн Кыргызстанда баягы аймактагы брендтик товарлар мындай көзгө көрүнүп калды да, ошолордун регистрация кылуу жол жоболору жөнүндө бүгүн ошо семинарда баарлашып сүйлөшүп жатат. Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчигинин баягы заместитель генеральный директору келгени дагы бул кыргызстандыктар үчүн, мындай ишкерлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойбуз. Бүгүн дүйнө тездик менен өнүгүп жатат. Анын ичинде Кыргызстандагы ошол дүйнөлүк рынокко кирүүгө ат салышып, биздин ишкерлерибиз дагы ушундай бир демилгелери менен чыгып жатат да. Ишкерлерди колдоо максатында Кыргызпатент ошо географиялык көрсөткүчтөр боюнча баягы мыйзамдарга нормаларды киргизип атабыз. Билесизби, биз банандарды Марокконун бананы деп жеп жатабыз, же башка өлкөнүн, же Кытайдыкы деп мындай билебиз белгиленип. Биздин да келечекте товарларыбыз, балдарыбыз, бул да Кыргызстандын ат башы деген өрөндө жеринде өндүрүлгөн бал дешип, мындай брендке айланышын каалайбыз. Ошондой эле баягы күрүчтөрүбүз, Баткендин күрүчүн айтабыз, Өзгөндүн күрүчүн айтабыз, сары май, курут, жана башка. Мен маселени айтып атам, бизде Кыргызстанда дүйнөлүк брендке айланчу товарларыбыз көп. Бүгүн Садыр Нуркожоевичтин саясаты дагы ошо аймактагы өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен ишкерлерге колдоо көрсөтүү болуп жатпайбы. Ошондуктан бул келечектүү семинар, келечектүү иш план, дүйнөлүк брендтер Кыргызстанга айландыруу үчүн дүйнөлүк брендтерге бул чоң ыкма, чоң мындай өбөлгө десек болот. В Бишкеке в Национальном академическом театре оперы и балета имени Малдыбаева отметили 100 лет со дня рождения Всесоюзной пионерской организации и 85-летия Национального центра детей и юношества «Сейтек», преемника Фрунзенского дворца пионеров и школьников. На этот праздник приглашены были ветераны-пионерии, те, кто носил красный галстук, давал торжественное обещание свято любить свою родину и защищать ее, пел задорные детские песни, помогал взрослым в годы Великой Отечественной войны, участвовал в Тимуровском движении. У кого сегодня ностальгия о тех детских счастливых годах и те, кто сегодня с удовольствием занимается в кружках, секциях, студиях и ансамблях. Центр «Сейтек» продолжил работу с детьми, которые уже 85 лет приходят сами и приводят своих детей в этот дом счастья, где каждый из них занимается любимым делом и с нетерпением ждет, когда по расписанию пора идти к любимому преподавателю и друзьям. В 2007 году Центру «Сейтек» указом президента страны присвоен почетный статус «национальный» за особые заслуги в области внешкольного дополнительного образования, а также значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. В 2011 году Центр «Сейтек» награжден медалью «Данг» за большой вклад в культурно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в честь 75-летия.
өзгөчө күнү менен куттуктап коюуга уруксаат этиңиздер. 100 жылдыкты белгилеп отурган ошол пионерлердин ишин улантуучулар балдарды парадка пионердик сап тизимдердин мырлар сынагына, пионердик сборлорго, линейкаларга, костюмдарга катышкандар баардыгыңыздарга пионердик ысык салам. Это действительно очень знаменательная юбилейная дата. Столетие пионерской организации – это действительно знаменательная дата. Вот где-то, получается, где-то 70 лет просуществовала пионерская организация. Реально. 70 лет она проработала, можно сказать. И сотни тысяч пионеров были воспитаны в этой общественной организации. Это общественная организация. Она такая самоуправляемая организация была, такая добровольная организация. Но дети знали, когда они в школе, если он будет хорошо учиться, если у него поведение будет правильное, как у школьника, если у него будут цели такие, себя улучшать как человека, совершенствовать себя, играть в музыку, в шахматы, в спорт, он обязательно вступит в эту общественную организацию. Потому что в этой общественной организации, кроме школы, это учеба, а в этой общественной организации этих детей формировали как личность, как разностороннюю личность. Они могли бесплатно ходить во дворцы, в дома пионеров, в дома юных техников, юных натуралистов. И они ходили бесплатно за счет государства. В один момент, когда вы выступали, я смотрел, как будто вы себя считали пионером только. А потому что я, будучи секретарем Фрунзенского горкома комсомола, потом, будучи секретарем Центрального комитета комсомола Киргизии, я была председателем Совета пионерской организации Киргизской республики. И поэтому порядка 230-240 тысяч пионеров было, когда я работала. И вот эта дружина, мы с центрального органа руководили, направляли эту структуру для работы. Поэтому я действительно почувствовала себя пионеркой. Я желаю подрастающему поколению крепкого здоровья. Я желаю успехов. Я желаю им быть, им вырасти хорошими гражданами своей страны, любить свою страну, свою родину, любить, как мать любит своего ребенка, любить свою родину. Поздравляем вас еще раз. Спасибо, успехов вам, всего доброго. И вас юбилей. шын жүрегімнен құттықтаймын. Разрешите поздравить всех со знаменательными, значительными датами, как сегодня юбилей столетия пионерской организации, 85 лет преемнику Дворца пионеров и школьников Национального центра детей и юных носителей. Надеюсь, и знаю, и уверены в том, что праздник принесет радостные эмоции и приятные воспоминания. Праздником всех! Пионерия – это частичка нашего детства. И сегодня мы отмечаем столетие пионерской организации и 85-летие Национального центра детей и юношества «Сельтик», который является преемником Дворца пионеров и школьников имени Качана Джетикова. Первый дом пионеров был основан в 1936 году, а в 1951 году в связи с 50-летием республики был открыт Дворец пионеров и школьников, который торжественно открывал председатель горисполкома Койбагаров и министр культуры Кандучалова.
Сегодня в центре занимается более 2,5 тысяч детей от 3 лет и старше. И не зря центр «Силитек» за большой вклад в культурно-эстетическое воспитание, нравственно-духовное воспитание. Был статус национальный, был получен. А в 2011 году был удостоен медали ДАН за работу с подрастающим поколением. Но мы надеемся, что и следующий юбилей 90-летия мы отметим в большом кругу своих друзей, ветеранов пионерского движения, новое поколение детей. Мы хотели бы поздравить с этими знаменательными, значительными датами всех, пожелать им здоровья, счастья, успехов, благополучия и всего самого-самого наилучшего. Сегодня в Сейтеке действует 21 направление деятельности, и дети выбирают и занимаются по одному из них. Некоторые по 2 и даже 3. Здесь проводятся фестивали, конкурсы, соревнования, чемпионаты и многие другие интересные, занимательные дела. Что, возглавляя Иссыкульский форум имени великого писателя Чингиза Григорьевича Айтматова, мы с сыном писателя Оскаром Чингизовичем Айтматовым приняли решение о вручении медали Чингиза Айтматова Сабире Муслимовне Жампаковой. В Намангане, Узбекистан, стартовал 61-й международный фестиваль цветов. Традиционный фестиваль цветов на Мангане начался с парада необычно оформленных транспортных средств. Мероприятия и праздничные гуляния в рамках пресс-тура, организованного Министерством туризма и культурного наследия, проходят в парке культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура, где высажено более 20 миллионов цветов. Более 200 автомобилей и мотоциклов, украшенных разноцветными цветами в виде орнаментов, проехали по улицам областного центра. В рамках международного фестиваля в парке имени Захириддина Мухаммада Бабура на площади 8 гектаров свое искусство цветоводства в эти дни продемонстрируют 250 мастеров-флористов из регионов нашей страны, а также из 22 зарубежных стран, в том числе Кыргызстана. Келіп отырабыз Намангандагы ушу гүл фестивалына Кыргызстандагы Сызак районунун акимдин орунбасарымын. Бул жерге биз апаларыбызды, бардык бир туугандарыбызды алып келдик. Буюрса биздин достугубуз дайыма мындан ары да чыңдалат. Байрамыбыз дайыма жакшы күндөрдө болсун. Тынччылык, аманчылык каалайбыз. Биз жалпы Кыргызстан элинин атынан салам айтабыз. Kança kişi geldiniz? Biz 20 adam keldik. Siz постоянно контактта болосузбу? Biz дайыма бул Наманган областы менен дайыма байланышта болобуз. Алакада иштерибиз бар, дайыма бири-бирибизди колдоп иш алып барабыз. Кече күнү Кыргызстанга барышып туризм боюнча Наманган областынан Аксыда чоң фестиваль форум болду. Мында да катышканбыз. Биздин достугубуз мындан ары дагы өтө жакшы болот деп ойлоймун.
представители искусств икебаны, ландшафтные дизайнеры. Для участия в нем прибыли ведущие профессора из США, Дании, Португалии, Замбии, России, Индии, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Гости приняли участие в церемонии открытия Международного фестиваля цветов Наманган «Это город цветов». Такое название имеет свою историю происхождения. В Наманганской области в весенние месяцы каждый куст украшают цветами, и в каждой квартире выращивают свои собственные цветы. В городе создана ассамблея флористов, которая имеет собственную лабораторию по созданию новых сортов цветов, их клонированию и их разнообразию. В рамках этого праздника были выделены специальные земельные участки и создана необходимая инфраструктура. Здесь в тепличных хозяйствах выращивают более 1000 однолетних, многолетних и других сортов. В XIX веке на месте этого бульвара возник микрорайон под названием Гульзор. Здесь население занималось выращиванием цветов, производством цветочных напитков, нектаров, различных сладостей и специй, а также меда из цветов. Из листьев и корней некоторых видов цветов готовят целебные настои. С 2018 года праздник цветов был изменен на фестиваль цветов и приобрел международный статус, так как в нем стал участвовать не только Узбекистан, но и другие страны мира. Кроме того, этот фестиваль вызвал большой интерес у представителей зарубежных СМИ и туристов, которые выразили желание принимать участие в фестивале. Как проинформировали организаторы, в ходе подготовки к мероприятию было высажено 16 миллионов цветов 300 видов. По итогам фестиваля компании и флористы будут награждены в 12 номинациях. Напомним, что фестиваль цветов на Мангане проходит с 1961 года и является грандиозным событием для каждого узбекистанца, отражая богатство красок имеющихся растений и цветочной культуры. Организаторами выступают Министерство туризма и культурного наследия и Хокимиат Наманганской области. Фестиваль продлится до 5 июня. На высокий берег, на крутой, выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от